бы. Здравствуйте. Меня зовут Терехова Ольга Павловна. Сегодня я проведу для вас урок русского языка во 2 классе. Чтобы определить тему урока, отгадайте загадку. Перед ею и я в словах стою, друзья. Воробьи, семья, жилье, перед ею я и ё. О какой букве идет речь? Ну, конечно же, это разделительный мягкий знак. Тема нашего урока – правописание слов с разделительным мягким знаком. Сегодня на уроке мы вспомним, какую роль играет мягкий знак в словах, в каких случаях пишется разделительный мягкий знак. Будем упражняться в написании слов с разделительным мягким знаком. Какую же роль играет мягкий знак в словах? Давайте пронаблюдаем. Перед нами слова угол, уголь, угольки. Почему у дома угол превратился сразу в уголь, без пожара, просто так? Это буква мягкий знак. В слове угол звук Л звучит твердо, и обозначение мягкости согласного на письме не требуется. А в слове уголь и угольки согласный звук Л звучит мягко. И мягкий знак здесь выполняет роль показателя мягкости согласного. Давайте вспомним, в каких случаях пишется мягкий знак, показатель мягкости согласного. Мягкий знак, показатель мягкости согласного, пишется в конце слова, как в слове уголь, или в середине слова между двумя согласными, как в слове угольки. А теперь давайте пронаблюдаем за еще одной ролью мягкого знака. Познакомьтесь, это Коля. Он несет с собою колья. В слове «коля» слог «ля» читается слитно. Хитрая буква «я» здесь обозначает один звук и мягкость согласного. А в слове «колья» хитрая буква «я» произносится отдельно, не сливаясь с согласным, и мы услышим два звука «х», «а». Коль-я. В слове «колья» мягкий знак не только показатель мягкости согласного, он еще играет роль разделительного мягкого знака. Давайте с вами пронаблюдаем, в каких случаях пишется разделительный мягкий знак. Для этого отгадайте слова. Я буду читать предложения, а вы должны будете подумать, каким словом можно их заменить. Ягоды, сваренные в сахаре. Варенье. Дом, жилище. Жилье. Домики для пчел. Ульи. Снежная буря. Вьюга. Папа, мама, дети. Семья. Ну а теперь давайте прочитаем эти слова и пронаблюдаем, после каких букв и перед какими буквами пишется разделительный мягкий знак. Варенье, жилье, ульи, вьюга, семья. Давайте сделаем вывод. Разделительный мягкий знак пишется после согласных перед гласными буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Давайте произнесем эти слова еще раз и послушаем, какой звук слышится в каждом слове. Варенье, жилье, ульи, вьюга, семья. Вы услышали? Конечно же, там, где пишется разделительный мягкий знак, везде слышится звук «й». Хитрые буквы «е», «ё», «ю», «я» и даже нехитрая буква «и» будет обозначать два звука. Запомните этот звук, он будет вам подсказкой.
Ну а теперь перед вами буквосочетания. Я вам сейчас их прочитаю. Л, лья, льё, лью, льи, лье. Давайте пропишем эти буквосочетания. Приступайте. Прописали? А теперь подумайте, какое буквосочетание здесь будет лишним и почему. Ну, конечно же, буквосочетание «л» с мягким знаком, потому что здесь мягкий знак – показатель мягкости согласного, а в остальных он разделительный. Ну а теперь проведем словарную работу. Отгадайте загадки. Посмотрел с утра в окно, холод, ветер, стужа, но не страшно ничего, в моем новеньком правильно, пальто. Следующая загадка. Металлических два братца, как с ботинками срослись, захотели покататься, топ на лед и понеслись. Ай да братья, ай легки, братьев как зовут? Коньки. Стайкой шумной прилетели, крошки, зернышки все съели. Кто это? Ну, конечно же, воробьи. Перед нами слова пальто, коньки, воробьи. Посмотрите и подумайте внимательно, что общего между этими словами. Ну, конечно же, в каждом слове есть безударные гласные, которые нужно запомнить. В каждом слове есть мягкий знак. Ну а теперь подумайте, какое слово будет лишним и почему. Догадались? Ну, конечно же, это слово «воробьи». Оно может быть лишним по нескольким признакам. Во-первых, в слове «воробьи» две безударных гласных, а в остальных словах одна безударная гласная, которую нужно запомнить. В слове «воробьи» пишется разделительный мягкий знак, а в слове «пальто» и «коньки» он показатель мягкости. Ну а если мы вспомним об именах существительных, то пальто и коньки – это неодушевленные имена существительные, а существительное воробьи – одушевленное. А теперь давайте еще раз прочитаем эти слова орфографически, подготовимся к письму по памяти. Пальто, коньки, воробьи. Ну а теперь пишем эти слова по памяти. Давайте проверим себя. Если у вас получилось точно так же, вы молодцы. Но если были ошибки, вы их исправите и тоже молодцы. Ну а теперь мы поупражняемся в написании слов с разделительным мягким знаком. Перед нами слова платье, земля, веселье, деньки, пьет, Катя, друзья, жилье, ручьи. Вы должны еще раз прочитать эти слова, вспомнить о звуке подсказки и выписать только те, в которых пишется разделительный мягкий знак. Приступайте. А теперь давайте проверим. Если вы выписали слова платье, веселье, пьет, друзья, жилье, ручьи, вы молодцы. А вот не нужно было выписывать слова земля, деньки и Катя.
В слове «земля» слог «ля» читается слитно. В слове «Катя» он тоже читается слитно, и написание мягкого знака не требуется. А в слове «деньки» мягкий знак только показатель мягкости согласного. Он здесь не является разделительным. Перед нами предложение. Вы должны догадаться, какие слова с разделительным мягким знаком пропущены. Весело чирикают воробьи. На ветках появились зеленые листья. В парке растут высокие деревья. Ну а теперь спишите эти предложения. Подчеркните в словах разделительный мягкий знак, а также найдите в каждом предложении подлежащее и сказуемое. Приступайте. Справились? Ну а теперь давайте проверим. Весело чирикают воробьи. Подлежащие воробьи, сказуемое чирикают. На ветках появились листья. Подлежащие листья, сказуемое появились. В парке растут высокие деревья. Подлежащие деревья, сказуемое растут. Если у вас получилось точно так же, вы молодцы. Ну а теперь физминутка. Если я называю слово с мягким знаком показателем мягкости, вы хлопаете в ладоши. А если я называю слово с разделительным мягким знаком, вы прыгаете. Помните о звуке подсказки. Деньки, стулья, польза, вьюга, письмо, братья, лень, соловьи. Ну а теперь перед нами предложение. Осенью часто льют дожди. Пожалуйста, спишите это предложение и исправьте в нем ошибки. Давайте проверим. В слове «осенью» был пропущен разделительный мягкий знак. В слове «часто» «ча-ща» нужно было написать с гласной «а». В слове «льют» мягкий знак разделительный. А в слове «дожди» безударное гласное «о» пишется, проверочное слово «дождь». Если вы нашли все ошибки, вы молодцы. Ну а если не все ошибки нашли, то еще потренируйтесь, у вас обязательно все получится. Подведем итог урока. Поиграем в игру «Да» или «Нет». Я буду зачитывать для вас определение. Если вы с ним согласны, вы говорите «да». Если не согласны, говорите «нет». Разделительный мягкий знак пишется только на конце слова «да» или «нет». Ну, конечно же, нет. Мягкий знак обозначает твердость согласного звука. Да или нет? Нет. Разделительный мягкий знак разделяет при произношении согласный звук от гласного. Да или нет? Да. Мягкий знак обозначает мягкость согласного звука на письме. Да или нет? Конечно же, да. Если вы правильно ответили на все вопросы, вы молодцы. Ну а если были ошибки, повторите правила написания мягкого знака показателя мягкости и разделительного. И у вас обязательно все получится. Домашнее задание. Подбери и запиши 10 слов с разделительным мягким знаком. Спасибо за внимание. До новых встреч!